Его высокопревосходительству господину председателю Государственной Думы от чеченского абрека Зелимхана Гушмазукаева. Прошение. Так как в настоящее время в Государственной Думе идет вопрос о грабежах и разбоях на Кавказе, то депутатам будет небезынтересно ознакомиться с причинами, заставившими меня, одного из самых известных абреков Терской и Дагестанской областей, сделаться абреком. Все рассказывать не стоит, это займет слишком много вашего драгоценного времени. Я ограничусь, как сказал, указанием обстоятельств, при которых я ушел в абреки. И кроме того, расскажу о двух своих наиболее громких преступлениях. Первое – убийство подполковника Добровольского, старшего помощника начальника Грозненского округа в 1906 году. И второе – убийство полковника Галаева, начальника Веденского округа, летом минувшего 1908 года. Чтобы господа депутаты имели хоть какое-нибудь представление о драме моей жизни, я должен в коротких словах упомянуть о месте моего рождения и о своей семье. Родом я из чеченского селения Харачой, Веденского округа Терской области. В то время, о котором идет рассказ, 1901 год, наша семья состояла из старика отца, меня и двух братьев, один из которых уже был взрослый юноша, а другой был еще совсем ребенок. Кроме того, у нас еще был столетний дед. Жили мы богато, добра своего было достаточно, чужого мы не искали. Но случилось несчастье. У нас произошла ссора с односельчанами из-за невесты моего брата. В драке был убит мой родственник. Теперь надо было отомстить кровникам за смерть моего родственника, выполнить святую для каждого чеченца обязанность. Зная хорошо, что по русским законам кровообращение не допускается, и меня за убийство человека, хотя бы и кровника, будут судить со всей строгостью законов, я совершил акт кровообращения в тайне, ночью накануне месяца Рамазана и без соучастника. В ауле наконец-то вздохнули свободно. Распри должны были кончиться, и между сторонами состояться полное примирение. Но стали проводить дознание. Начальник участка капитан Ха, ныне благополучно управляющий одним из округов Терской области, показал, что застал нашего врага еще живым, и последний будто бы указал как на виновников своей смерти на меня, на моего отца и двух братьев. Таким образом, было найдено юридическое основание для того, чтобы обвинить нас. Суд присудил нас четверых в арестантское отделение. На запрос палаты, каким образом покойный ночью мог узнать, кто в него стрелял, тот же начальник участка капитан Ха ответил, что была светлая лунная ночь, и лица были хорошо замечены умершим. Так со стороны Ха это была явная ложь и пристрастное отношение к делу. Во-первых, как и всему народу, ему было известно, что мой отец и два брата ни в чем не виноваты. А во-вторых, накануне Рамазана луна не светит. Люди говорят, что ему дали взятку наши враги. Я вполне этому верю. Один из моих двоюродных братьев умер в тюрьме, а другой впоследствии в ссылке. Я же бежал из Грозненской тюрьмы с единственной целью отомстить капитану Ха, виновнику всех несчастий нашей семьи. Но он нашелся. Узнав о том, что я на свободе, он прислал ко мне человека, который сказал, что капитан Ха сознает свою ошибку, очень раскаивается и просит у меня прощения. Кроме того, обещает меня никогда не преследовать. Я поверил его раскаянию, поверил и ему. Из последующей деятельности этого человека выяснилось, что он очень далек от раскаяния и просто перехитрил меня, перейдя на службу в другое место. Таким образом, из мирного жителя селения Харачой я превратился в абрека Зелимхана из Харачоя, но еще не такого знаменитого, как сейчас. Теперь же, ваше превосходительство, я расскажу, за что я убил подполковника Добровольского. В то время Добровольский был старшим помощником начальника Веденского округа и постоянно жил в Ведено. Естественно, на нем лежала обязанность преследовать меня. Но как он это делал? Прежде всего ставил Харачое экзекуции. Затем всячески давил на моих родственников и лиц, имеющих, по его мнению, или вернее по мнению доносивших, какое-нибудь отношение ко мне. Мой старый отец, уже вернувшись домой, отбыв свой срок наказания,
а в особенности брат, самый тихий и добродушный из харачоевцев, подвергались со стороны Добровольского всевозможным гонениям, аресту на продолжительное время под тем или иным предлогом, штрафам, придиркам и прочее, и прочее. Пересказать которые я сейчас не сумею, но которые, тем не менее, делают жизнь тягостной, а иногда и невыносимой. Я находился на свободе, никто меня не беспокоил, ни казачьи резервы, ни милиционеры. Наконец случилось крупное столкновение. И вот по какому случаю. Добровольский ехал из Ведено в Грозный, а мой брат Салтамурад ему навстречу. Подполковник остановил тройку и приказал переводчику обыскать брата и отобрать у него оружие. На большой дороге до тех пор не было принято останавливать и обыскивать проезжающих. Очевидно, для Салтамурада сделали исключение. Брат сказал, что его оружие азиатского образца, и он не может его выдать, так как его повсюду преследуют кровники. Добровольский с винтовкой в руке привстал на тройке. Салтамурад ударил по лошади и ускакал. Начальник же пустил ему вдогонку несколько пуль. Не знаю, с какой целью. Напугать или попасть в него. Приехав в Грозный, Добровольский пожаловался начальнику округа, что брат Зелимхана оказал ему вооруженное сопротивление. Разумеется, при этом он умолчал, что сам стрелял в моего брата. Салтамурад, боясь жить дома, скрылся и по моему совету вступил с Добровольским в переговоры через некоторых лиц, обещая выдать оружие и, кроме того, уплатить штраф в том размере, который укажет Добровольский, однако с тем условием, чтобы Салтамурад остался жить дома. Но Добровольский и слышать ни о чем не хотел. Грозил сгноить брата в тюрьме, повесить, а по моему адресу разразился скверными словами. Вот тогда-то мой брат ушел из дома и стал бродить один по горам, боясь присоединением ко мне навсегда опорочить себя и тем лишиться возможности вернуться к мирной жизни. А скитаясь один, он надеялся на то, что либо начальник смилостивится, либо на его место назначит другого, более доброго. Но надеждам брата не суждено было осуществиться, его поймали в Дагестанской области. При этом он не оказал ни малейшего сопротивления и посадили в Петровскую тюрьму. Там он пробыл около года и бежал прямо ко мне. С этого момента он уже сделался настоящим обреком. Мой отец еще раньше брата присоединился ко мне, предпочитая жизнь обрека тюремному заключению, которое должно было длиться до тех пор, пока меня не убьют или не поймают. Вот за то, что Добровольский заставил сделаться обреком моего отца и брата, обругал меня скверными словами, он и поплатился жизнью. Далее, ваше превосходительство, я расскажу, за что я убил полковника Галаева. Вскоре после смерти Добровольского Веденский округ был объявлен самостоятельным в административном отношении, и нам прислали начальника округа именно Галаева. Это оказался человек деятельный и энергичный. Он сразу выслал из Веденского округа 500 человек. Его меры, направленные против меня, а также против отца и брата, выражались в том, что он приблизил к себе нашего противника Ильсанова из Харачоя и стал по его доносам сажать в тюрьму или высылать наших родственников и друзей, а иногда и лиц, совершенно не имевших к нам никакого отношения. Я предлагал ему в письменном виде оставить этих ни в чем не повинных людей в покое, а преследовать меня любыми способами, какие он может изобрести: полицией, подкупом, отравлением, чем только хочет. Но Галаев находил избранный им путь поимки меня самым правильным. Очевидно, борьба с мирными людьми гораздо легче, чем с обреками. Окончательно убедившись, что Галаев твердо держится своей системы, что он будет ссылать и арестовывать все новых и новых лиц, и что разоренные семейства станут молить Бога о моей гибели, я решил покончить с ним. Свое намерение я исполнил летом истекшего 1908 года. Все, что изложено в этом прошении, безусловно, правда, ибо я стою вне зависимости от кого бы то ни было и от чего бы то ни было, и лгать мне нет никакой нужды. Как говорят, моя голова оценена в 8000 рублей. Конечно, эти деньги собраны с населения. Я знаю, что дело мое кончено. Вернуться к мирной жизни мне невозможно. Пощады и милости ни от кого я тоже не жду.
Но для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители знали, что я не родился абреком. Не родились ими также мой отец и брат и другие товарищи. Кто раз встал на этот путь, тот подвигается по нему все глубже в дебри, откуда нет возврата, ибо, спасаясь от преследователей, приходится убивать, а чтобы кормиться и одеваться, приходится грабить. Все изложенное покорнейше прошу ваше превосходительство довести до сведения Думы. Если же вы не найдете возможным, чтобы мое прошение было предметом внимания народных представителей, то покорнейше прошу вас отдать его в какой-нибудь орган печати. Быть может, найдутся такие, которые пожелают его напечатать. К всему прилагаю свою именную печать и казенную печать Андреевского сельского управления Хасавюртовского округа. Администрация Терской и Дагестанской области знает, что всякое письмо, снабженное этими знаками, идет от меня. Зелимхан Ушмазукаев, 15 января 1909 года.